Всем привет, дорогие друзья! С вами Эркебек. С сегодняшнего дня мы начинаем изучение разработки мобильных приложений. Напомню, что ранее я делал опрос в своем инстаграме, и там тема мобильных приложений набрала больше всего голосов. Так, давайте начнем. Сперва посмотрим, о чем мы будем сегодня говорить. А поговорим мы о разработке в целом, методах разработки, популярных фреймворках, которые представляют нам разработки мобильных приложений, а также о плюсах и минусах тех или иных методов разработки. Для начала давайте поговорим о мобильной разработке в целом. Как вы знаете, на сегодняшний день существуют две основные платформы мобильных операционных систем. Это Android и iOS. Исходя из этого, производители этих ОС также предлагают две официальные методы разработки. Android Studio с Android фреймворком на языках Java и Kotlin, ну и также среда разработки Xcode на языках Objective-C и Swift. Для программистов и предпринимателей всегда было головной болью делать мобильные приложения, так как надо было делать двойную работу, разрабатывать сперва под одну платформу, а потом с нуля еще одну на другую платформу. Да и плюс ко всему этому, тестировать такие приложения очень долго. Например, на Android каждая компиляция при внесении изменений занимает как минимум 30 секунд, и то и больше. И со временем люди начали придумывать разные методы разработки, чтобы не делать эту двойную работу. Самым простым методом, на мой взгляд, были так называемые сайты на HTML, CSS и JavaScript наподобие мобильных приложений, которые через готовые библиотеки могли обращаться к нативным API и впоследствии обертывались под WebView, и в итоге мы получали мобильные приложения под две платформы, проделав только одну работу. Но этот метод имел минус в производительности, и также в ней были ограниченные возможности. Но он нашел все же свое применение для веб-магазинов, ну и таких простых приложений. Одним из самых популярных таких решений в данное время является Ionic Framework. И еще одно решение предложили разработчики из компании Microsoft – Xamarin Framework. Приложение пишется на языке C# и потом запускается на Android и iOS в виртуальной машине. Приложения, написанные на ней, были нативными, то есть достаточно производительными, но он не получил широкого применения. Также недавно компания Google разработала новый фреймворк Flutter на языке Dart. Это, наверное, самый молодой из всех фреймворков для мобильной разработки. Я изучил его, и мне очень понравилось. И в последнее время, когда стали очень популярными фреймворки на JavaScript, это не обошло стороной и мобильную разработку. На основе самого популярного фреймворка React был создан React Native Framework. React Native Framework достаточно хорош, минусов я пока не нашел. Разве что не нравится, что он на JavaScript. Но это как бы является одновременно и минусом, и плюсом. Минусом, потому что JavaScript является таким нестабильным программным языком. И на нем очень легко написать такой некрасивый, неподдерживаемый код. Но и плюсом является также, что на ней очень много готовых библиотек, очень огромное сообщество. Ну и JavaScript, хотя он и позволяет написать плохой код, но он достаточно удобный. Этот фреймворк сделала компания Facebook, использует его в своих достаточно больших проектах, таких как Instagram, Facebook, Facebook Ads Manager. Ну и также используют ряд других больших компаний, как Uber, Tesla, Discord, Skype. Ну и успешно пользуются многими людьми во всем мире. Я сам лично также его использую уже почти год. Он очень производительный, выпустил несколько успешных проектов и даже игру. После нее вышел еще один JavaScript фреймворк NativeScript, позволяющий разработку на AngularJS и Vue.js. Он тоже молодой, но пока тоже не получил такого широкого применения. И давайте подытожим все вышесказанное. Первый метод — это нативная разработка. Плюсом является, что он очень производительный, нет никаких ограничений. Все, что вы можете себе представить, вы можете это написать. Приложения нативные, то есть нативнее имеется в виду, что приложение работает именно так, как он и должен работать в данной операционной системе. Также нативная разработка, то есть имеет очень большое сообщество.
Минусами является, что на нем очень долго разрабатывать, учиться тоже тяжело, и разработка идет только под одну платформу. То есть, если вы разрабатываете под Android, то оно будет работать только на Android. Если вы пишете на iOS, то только на iOS. То есть, если вы хотите под две платформы, вам придется написать два проекта абсолютно с нуля. Вторым у нас идет Ionic Framework. Плюсами является, что на нем очень быстро разрабатывать. Тестировать вы его можете прямо на браузере, без никаких телефонов и эмуляторов. Этому фреймворку очень легко научиться, потому что вебу учиться очень легко. Ну и, соответственно, Ionic работает через веб. И разработка готового приложения можно будет запускать уже на двух платформах, на iOS и Android. Минусами является, что он не нативный, он не производительный и на нем такие ограниченные возможности. Не нативный имеется в виду, что когда вы, например, нажимаете на какую-то кнопку, то он отвечает не так, как отвечают другие нативные приложения. То есть на Android вы можете заметить, что когда вы нажимаете, там как будто идет капля. На Ionic такого не будет. Вы по-любому будете чувствовать, что это приложение какое-то, не такое. Так, и третий является Flutter, фреймворк от Google. Плюсами является, что на нем довольно быстро можно разработать. Также в ней присутствует такая крутая фича, как Hot Reload, то есть когда вы вносите изменения, компилируете, вы можете увидеть результат в своем телефоне менее чем за 1 секунду, то есть мгновенно. Приложения на нем нативные, он очень производительный. И приложение вы можете запускать на iOS, и также на Android. Минусами является, что фреймворк Flutter и язык Dart, они чуть-чуть другие и немножко труднее учиться и привыкать к этому. И последним у нас идет фреймворк React Native от Facebook. Плюсами является, что на нем тоже очень быстро можно разработать. В ней также есть фича Hot Reload. Разработка идет на популярном фреймворке React. Вы можете использовать один и тот же готовый код, основную часть кода в своем мобильном приложении. Также, если у вас есть какой-то веб-сайт, который работает на React, то там вы можете также использовать этот готовый код. Приложения производительные, разработка идет под две платформы, приложения нативные, в ней очень большое сообщество, огромное количество библиотек. Минусами является, что тоже чуть-чуть труднее учиться, труднее привыкать. И вот на этом наш вступительный урок по мобильной разработке подходит к концу. Желаю вам удачи в освоении, обязательно подпишитесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!